Хо-хо! Привет, народ! Сколько в Инстаграме? По-моему, 17 всего. А тут сейчас в данный момент в Ютубе странно ни одного. Ну, еще 6 минут. Ну, вот. Отключаем телефончик, чтоб не беспокоили. Так. И тут у нас включим хорошую музыку. Давайте начнем вот так. Оп. Оп, оп. Ова. Спасибо. Тоже не надо. О! Ну чё, начинается шоу. Не видно, да? Надо поставочку. Ладно, принесу потом. Последние билеты. Тут у меня немало билетиков. Вплоть до 17:40 принял все ваши билеты. Некоторые тоже даже на баланс телефона скинули. Включая этих, у нас окончательно стало 103. 103 обладателей билетов, участников 103. И все эти билеты я сейчас запихну. Ну, пущай народ подтянется. Вот. 21. А тут вообще мало в Инстаграме. Добрый вечер, ребята. Наконец-то день X2 настал. Честно говоря, много времени занимает эта затея вообще. Вот. И надо сказать, всегда надо быть бдительным, проверять, перепроверять и так далее. Это все. Не забыть бы никого. Правильно? Но в эти дни, особенно сегодня, многие отозвались, многие еще прикупили себе шансов. А ножик один, непростой ножик, Эльмакс, красавчик. Сейчас после билетиков посмотрим, какой он. Некоторые наверняка только-только подключились, особенно на Инстаграме. Вот. В общем, второй месяц провожу такой. Ну, наверное, чуть-чуть не то будет, если я и назову акцией. Это не акция, ребята. Скажем так, добровольная
затейка такая. Да, розыгрыш. Вот. И в прошлый раз мы сыграли 20-го. Если кто не знает, посмотрите на канале, внизу написан день X, сзади гирляндочка, а там человек в шапке Деда Мороза сидит. Вот. И даже я сегодня посмотрел, особенно окончание, что-нибудь новенькое, что-нибудь такое может подключить в этот раз и так далее. Но скажу прямо, такого экшена не будет. Будет все по-старому. Вот. Сюрпризов и так далее не предвидится. Может мне закрыть дверь, может кто-нибудь войдет случайно во время эфира. Шучу, конечно. Вот. Волнуюсь, рука дрожит. Заволновали вы меня. Последние билеты приобретенные, то есть. Так, и сегодня позвонила мать прошлого эфира. Вот. Рассказала очень хорошие новости. Они в Санкт-Петербурге. С нашей помощью, ребята. Те, которые участвовали в прошлом розыгрыше. Рассказала, что парень перенес операцию. Молодой человек. Вот. И перешли, по-моему, месяц назад с гипсом. Сняли. Сейчас уже хирург посмотрел, как она там срослось и так далее. А срослось она хорошо. Надо это, такую новость с большой буквы, надо сказать. Срослось нормально. Операция на ступне. Вот, так что он 100% уже на землю встает. Сейчас уже в простонародье терминатор вставляют. Ну, протез регулируемый. Я в медицине бум-бум. Знаю, что такое кровь, знаю, что такое артерия. Но свою группу крови не знаю. Знаю, ну, положительный или отрицательный, вот этого я точно не знаю. Ну что, 45, тут 15, по-моему, в инстаграме. Вот. Поблагодарила. Пожелала удачи всем. Вот. Говорит, пусть повезет, который участвует уже второй раз. И таких у нас немало. Правильно? Немало. Но поспрашивал. В середине февраля вернуться. Да, ортопед, по-моему, вы правы. Вот. Короче, к лету пацан должен ходить нормально. После тренировок, конечно. И я, даст Бог, свидимся. Специально
покажу на канале, что наша помощь не куда-то там виртуально ушло, а адресному человеку. Вот. Не то, что там голос из телефона, правильно? А уже будем увидеть результат. Пусть молодой человек растет сильным. Вот. Встречусь. Видео сниму. На канал выложу. Тогда уже увидим, реально ли, действительно ли это помощь, все это затея. Правильно? Вот такие вот у меня новости. Пока кручу билетик, тут минут 20 точно пойдет. Спрашивайте вопросики в ютубе, те, которые в инстаграме. Надо вот так посидеть, но не могу. Присоединяйтесь на канал YouTube сразу. Так уже комментарии прямые видны сразу. В инстаграме что-то пишут, машут. Вот. Ну вот. К вам? Обращение куда? Кому вопрос? Вот так вот. Сегодня чуть-чуть опустила у нас. Хорошо, Георгий? Вот. 42 всего. 7 крещенскими морозами, крещением. Да, конечно. Хорошо. Свяжемся. С праздниками. Кто искупался. Завидую белой завистью. Я тут, только у меня белые волосы. Сижу тут, билетики кручу. А там народ буль-буль. Хорошо, наверное, было. Чувствую. Надеюсь, в следующем году и в нашем Лусе проведут нормально. Надеюсь только. А так, прошлые годы было вообще хорошо. Тут палатка, то все организовано было. И однажды, по-моему, 3-й год после искупания, брат, окунулся я там. И спустя 3 года уже знали, кто действительно идет. Ну, у нас тут основная масса 99% и 9% якуты. Вот. Так что русскоязычных всего ничего. А так воду брали многие, но искупаться человек 10-5. Среди них я в списке оказался. Вот. Как раз пришел из кузни. А кузня моя, я кую у Якова Данилова. Вот. И она у меня находится на той стороне деревни, а я живу в противоположной стороне. Минут 40-45 хожу туда и сюда. Вот. Звонят. Алло, алло. Короче, купе закрывается. Вы будете купаться сегодня или нет? Это 7 вечера. Дождались они там. А, разве сегодня? А, ну хорошо, сейчас подождите. Подождите, я сейчас. Тапочку забыл, конечно. И газген. А там врачи, МЧСы уже тоскливые такие. Хотят домой, то все. Ну, больше некого купаться.
Я окунулся, вот такой корочка была, лед. Вообще жесть. Мощь. Неописуемо. Ну, целый год не болеешь, это уж точно. Вообще не болеешь. Ни простуды, ничего. Проверяйте. Коли не верите. Вот такие хорошие были года. Нынче уже второй год. Не, это в прошлом году там Чудная искупался. В реке вообще хорошо. Хорошо, если еще там минус 50. Вода вот, огонь конкретно. А если 40 там, 35 вообще. Лечу тут, вышел ведром. Постоял и все. А так, река чистая. Вот. Там камушки видны. И когда подлет, все видно. Вот. Вообще красота. Там у них в селе Чимнай с баней делают. Сразу, ну вот, сарайчик, там прорубь, а там сразу через дверь банька. Вот такая. И там веник, то все. Вода прозрачная, чистая-пречистая. Там в Москве, Питере, Центральной России такого проруба точно нет. У меня там много друзей. Я им говорю, да, они мне говорят, вернее, завидуем, говорят. А что? Вы там живете, но, а вы что? А мы тут выживаем. Так говорят. Действительно это так. Воздуха никакого. Ну, сейчас взял лыжи, пошел, ружье сюда, коли лицензии есть. В данный момент все закрыто уже. Тут у нас простенько, дрова. Не знаю, что он там находит хорошего, имеется в виду. Ну, например, на выставку, когда дня 3-4, воду из-под крана пить. Если хорошенько много сахара или много кофе, чая, тогда может быть. А так, чистые воды из-под крана. Не любовь. Насчет этого, обычно, когда мы едем группой, мы все берем с собой. Мясо обязательно берем. Жеребятину, говядину, кусками, даже маленькими, сразу, чтобы на сковородку готовим сразу. Конкретно на день там 3-4, чтобы конкретный был ужин. Без мяса мы никак. А там у них на вид хорошее мясо там. Не знаю, там цены, телефонные номера или как. Делаешь супчик. На вкус картонка. Лучше свое, родное. Достал из морозильника. На сковородочку с лучком. Так и советую вам, дорогие мои земляки. Коли далеко едете, берите с собой
свою еду. Хотя бы на маленьком количестве. А то там не быстро привыкаешь. Вот. Насчет воды конкретно. О, ребята, no. А мы тут... Вода у нас замерзает. Затапливаем лед. А лед, как известно, чистая. Самая чистая. Без единой информации. То есть атомы обнуляются. Молекулярный состав. Вот. Поэтому совсем чистая и полезная. Не разряженная. Ой, половина осталась. Терпение, ребята. Ну, кому охота, туда-сюда сбегайте. Перекурчик, то все. Еще билетиков 20 есть. Изо всех сил стараюсь. Я тоже спешу. Вот. Порадовать одного из вас. Вот. Будем, как говорится, терпеливее. Уважение друг друга иметь. Терпение благодетель. Вот. Угу. Сейчас поставочку тут поставлю, чтобы банка была видна. В феврале тоже разыграю 20 февраля 20:00. Встретимся в том же месте. Как раз он перед праздником. Днем Защитника Отечества. Вот. Если, к слову, к празднику вышла настоящая, то есть утвержденная программа проведения юбилейной выставки Дархан Уз. Дата проведения 16-17. В городе Якутске. Вот. В всемиизвестном старом городе. Амосово 1 здание. В простонародье всемиизвестное Кружало. Выставка будет проводиться 2 дня. Субботу и воскресенье. По-моему. Вот. Лучший поварской нож. Лучшее художественное изделие. Лучший экстремальный нож. По-моему, 3 номинации. Варгана нету. По-моему. Ага, всего 3 номинации. Вот. И не ошибусь, наверное, несколько тысяч ножей. Да-да. Предварительно там 40 мастеров уже подали заявку. Так что, дорогие зрители, если будете или живете в городе Якутске, приготовьтесь заранее, копите заранее, приходите, спрашивайте, покупайте. К тому времени, если говорить про себя, вот, будут новые модели ножей. Не только кожа бычьим хвостом. Еще кухонный нож будет, который я рассказал вчера.
Стали будут разные тому времени конкретно, не только Эльмакс. Но одно могу сказать, нержавеющие стали. И не Хашка, и не 95. Вот. Возможно, немец будет. Австрия обязательно. Я имею в виду фирмы. Там, где изготавливают стали, которые запросто входят в пятерку лучших в мире. Вот так вот. Ага, 5 штук осталось. Ага, в Инстаграме 6 моих доверенных зрителям. D2 не исключено. 53 зрителя YouTube канале. Подписались 1800. А где остальные? 1750 где? Наверное, участники только. Ну, по идее, половина участников смотрят, ага. Ладно, ребята. Времечко. Уже 21 минута пошла. У меня билетов осталось закрутить, покрутить. Всего ничего. Ну вот. Все делается ради вас. Подарить кому-то один ножик. Будем терпеть. Возможно, ты будешь хозяин ножа. Но я про прогноз вчера сказал. Вроде. Вот. Не хочу повторяться. Кто выиграет примерно. Ну, посмотрим. Иногда бывает злая шутка. Тут немало билетов приобрели прекрасная половина человечества. Их немало тут. Жены в основном. Вот. 2 билета осталось, ребята. 2 последних билета. Вот. Та-дам! Последний билет. Ну вот, 61. Ну, наверное, перекур сделали, успокоились. Батарейки, надеюсь, не сядет. Процесс пойдет недолго. Какой рыбак. Так, где у нас крышка? Вон столько. Сейчас будем ловить один билетик. Тот выиграет. Если тут так поставлю, видно. Но надо бы надежную такую вещь найти. Ладно, видно, да? волшебная палочка. Инстаграм. 3 зрителя. Привет. Вот. Дно не видно. Вот дно. Дно не видно. Видно. Закрываю. Следите за моей рукой. Тут у меня много билетов моих клиентов, которые попросили: засунь мою, достань мою. Вот они, смотрите, вот они.
О, где? Чисто. Вот ножик. Сейчас один билет достану. Станем хозяином этого ножа. Ну чё? Поехали. Та-дан-та-дан. Горлышко видно? Видно. Ой. Ловись, рыбка, большая или мала. Короче, билетик должен вот сюда садиться и конкретно вытаскиваться, а не так, сбоку там, как бы окурок. Та-дан-та-дан. Давайте все. Ого, что-то было. Ого. Да-дан-да-дан. Терпение. Ок. Терпение. У всех шансы равны. Да. Да-дан-да-дан-да-дан-да-дан. Да-дан-да-дан. Ну, никто не хочет брать, что ли, может? Как такое может быть? Чисто тут. Открываю. Рыбачим. Видно, нет? Оп. Опа! Та-дан! Одного половили. Этот хозяин, ребята. Все, рука моя чиста. Как и совесть. Волнуюсь. Вот, специально не убираю от камеры. Сейчас открою, ребята. Но будет называться заднее число. Будем считать и сзади, как в тот раз. Вот. Цифра 3. Самая последняя цифра 3. У кого? Не у кого? У меня есть 3. 01 53. У меня 3. Так. Еще один 3. Ну, у кого 3, 3, 3, у кого? Задние две цифры пока 3, 3. Восемь. Hello. 8. Тоже 3. Она же высвечивается, по-моему. Ой. 2. 1. 2. 6. 1. 9. Неужели твой, Юрий? 916. 212. 38. 3. 3. 3. Незамедлительно звоним Юрию. Сейчас узнаем, ребята. Сейчас узнаем, что да как. Победитель, жди звонка. Сейчас наберем мы тебя, дорогой. 16, 21, 23, 8. Тынь-тынь. Ой, да, конечно, включай. Ой, не то. Почему туда? 8 900
16, по-моему, питерский. 21, 23, 8, 3, 3. Алло, слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Канал смотрим. Смотрим, конечно. Уже прыгаю. Уже известно твое имя, значит, Юрий. Так, Поздравляю. очень рад. Ну скажите нам, Юрий, расскажите о себе. Сколько билетов, откуда? Московская область, 5 билетов покупал. Второй раз уже. Первый раз не выиграл, а вот второй раз мне повезло. О, слышите, ребята? Ага. Очень хотелось бы такой ножичек. Угу. Понятно. А вы на канале давно? На канале, ну, не знаю, может быть полгода. То есть моего ножа у вас нету пока? Нет, нету. Такого нету. Первый раз сколько билетов купили? 5. Сейчас 5. Молодец. Ну вот, всего ничего. Получай свой ножик. Поздравляю. От всех наш. Вот. Спасибо. Спасибо. Будьте добры, Юрий. Сразу отправляйте мне адрес ФИО. Я завтра после обеда отправлю первым классом почтой. Хорошо. В WhatsApp напишу. Да, конечно, через WhatsApp. Поздравляю еще раз. До свидания. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот так вот, ребята. Человек второй раз участвует. Каждый раз по 5 билетов. А не один, как многие из нас. Ну что, Юрий, прогноз был правдивым. Вчера я сказал, дух этого ножа мужской. Мужик выиграет. Так и есть. Выиграл мужик. Классный ножик. Даже у меня такого нет. Ладно, сейчас уже всех интересует, наверное, один вопросик. В тот раз мы помогли одной семье, многодетной, которая имеется ребенок-инвалид. И которые люди, которые стремятся к лучшему, все равно, несмотря на что, идут вперед. Вот такую семью я выбрал, и мы отправили тот раз аж 40 тысяч рублей. Правильно? Правильно. В данный момент я решил так. У нас общая сумма стала 20 800. 20 800. И эту сумму я считаю небольшим. Вот поэтому я решил его оставить на 20 февраля. Я округлю эту сумму, сделаю 21 ровно и добавим февральскую. И тогда у нас, если участников будет где-то в таком же виде, да, 100, 103, да, вот, тогда у нас получится уже конкретный сорокец. 40 тысяч, ребята, это спокойный билет туда и обратно семье многодетной. Ну, 20 тоже немалая сумма, правда? Вот, но это, как говорится, моя затея. И я отвечаю за свои слова. Вот, и я так решил. Надеюсь, вы со мной, мои зрители, согласны. В качестве
примера, в качестве доказательства увидимся 20 февраля. И там мы уже конкретная сумма у нас 21 есть. Я уже отложу конкретно. Вот. И эту сумму включим в февральскую. Тогда у нас, если участников будет того же или еще хуже, там уже будет конкретно 30 хотя бы. Ну, 30 это уже солидная сумочка. Не стыдно человеку. Вот. И всей нашей конкретной бригады, как говорится, всем миром будем помогать многодетной семье. Это первое. Второе, которое имеет инвалид ребенка. Вот. Вот таких людей, слава богу, или, наверное, чуть немножко ошибусь, немного, оказывается. И я тут на днях попросил много друзей под землей искать их, надо сказать, порядочных людей. А то у нас многодетных семей много. Муж не работает, жена работает. Или в таком случае уже непонятно, ребят, уже помощь непонятно кому, правильно? Мне сегодня предложили такое, под вечер буквально. Есть такая семья, сказали. Это очень обидно, когда муж сидит дома, жена работает. Но с этого я уже начал, конкретно решил себе, в семье должен быть инвалид. Семья полная, неполная, неважно, многодетная. И мы через месяц найдем. Я найду конкретно уже нуждающуюся семью, а не то, что там а-ля тополя первый попавшийся. Правильно? Чтобы держать с ними контакт в будущем. Действительно ли наша помощь пошла на пользу. Или, как говорится, семья разгуляла его. Такого не должно быть. Вот отбор делаю лично сам. Мне информации дают туда-сюда. Из края света отправляет письмо. Помогите, помогите, то все, то все. Конечно, каждые 2 минуты человек умирает в этой земле, а каждые 3 минуты рождается новый. Пока 3. Вот. Так что найду конкретную семью. И после этого эфира уже некоторые сами добровольно, если хотите участвовать, пожалуйста, отзовитесь, без проблем. Что-нибудь придумаем, конкретную данную информации. Да, именно правильное решение, на мой взгляд. А то, ну, по ПК как бы дал бы этой семье, например, сразу. Жена бы обрадовалась, а муж там, я не знаю, обрадуется, не обрадуется. Это, конечно, семейные дела. Но и их семье нет инвалидов. Вот поэтому я отказался и решил вот так прямо. Ну вот, насчет только что подключился недавно, я в начале эфира сказал. Первую помощь, которую мы делали в прошлом году, уже 20 месяц назад, они сейчас в Питере. Результат у пацана нормальный. Человек уже полностью наступает в землю. Вот, сейчас уже у него там терминатор устанавливает, ортопед какой-то медицинский на ногах, чтоб на ноги встал, ходил нормально. Вот. И он пойдет, у него пацана воля, он спортсмен, первый призер Дети Азии. Вот. Ну, я рассказал это в прошлом эфире, День Икс. А что касается, они алинуриются, их нету. Все, начинаем заново. Сумма ваша у меня есть конкретно.
неприкасаемое. Это ваше, ребята, не мое. Я там только добавлю, всего ничего, правильно? 21 я конкретно выложу. Все. И эту сумму мы включим в февральскую. Так вот, мои земляки, активно участвуйте, помогите информацией. Люди нуждаются, погорельцы и так далее, и так далее. Их очень много. Я хочу делать адресную помощь. Я хочу узнать о них все, в буквальном смысле. Вот. И нуждающих очень много, но выберу одну семью конкретно. И это будет 20 февраля 20:00 здесь же. Так что, ребята, всем, кто участвовал, доверился, спасибо. Сами услышали. Победитель ножа нашелся. Вот. И это, оказывается, не шутка, не игра, а реальность. Действительно, такое бывает. Я призываю всех, делайте добрые дела, независимо ни ничего. Просто делайте добро. Вот и все. Что касается заказов, завтра после обеда 4 уже отправляю. Так что завтра ждите видео на канале, выложу. Там уже несколько другие ножи имеются, тоже их покажу. Вот. Встретимся на канале, ребята. Работаем. Подпишите, посоветуйте. Да, надо, ребята, надо. Самое главное, что? Жизнь человека. Правильно. Деньги — это деньги, но, к сожалению, многие из нас думают, что мы живем ради денег, а нами управляют деньги. Нет, ребята, это не так. Все здесь просто. Мы сами решаем, чего делать. Так и должно быть. Человек сказал, значит так. Ты захотел, значит ты должен добиться этого. Всех благ. Отключаю инстаграмчик. Давай. Ну что, ребята, до свидос. Встретимся. Спасибо, что выкроили время, несмотря на воскресенье.